Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – подвиг во имя свободы. Увертюра Эгмонт. Судьба, подобно другим вечным темам искусства, по-разному воплощалась в выдающихся произведениях. Невозможность принять ее жестокие условия породила глубоко трагические сюжеты, где соседствует любовь как стремление к свободе и смерть как расплата за это стремление. Но в искусстве представлены и другие способы противостояния судьбе. Вспомним, например, Людвига ван Бетховена, чья музыка явилась выражением могучей силы его личности. Много жизненных испытаний выпало на долю этого великого музыканта, все творчество которого потрясающее по мужеству, летопись борьбы и противостояния злой воле обстоятельств. Да и каждое отдельное произведение этого композитора является свидетельством стойкости духа перед невзгодами жизни. Послушайте симфоническую увертюру Бетховена «Эгмонт» и попробуйте определить многогранное образное содержание этого выдающегося произведения.
Увертюра сочинена по одноименной драме Гёте. Ее сюжет связан с революционными событиями, происходившими в Нидерландах в XVI веке. К этому времени народ страны, находившийся под властью Испании, объединился на борьбу с завоевателями. Эгмонт возглавил освободительную борьбу. Будучи представителем высшей знати, он активно выступал с патриотическими идеями. Революционная деятельность привела к гибели героя. Увертюра Бетховена усиливает драматическое состояние, переданное в произведении Гёте. Пожалуй, наиболее точно музыка отражает последние слова Эгмонта перед казнью. «О, храбрый мой народ, богиня победы летит впереди! Как море, что твои плотины сокрушает, круши и ты тиранов злобных крепость. Топите их, гоните вон с неправедно захваченной земли. Я умираю за свободу, для нее я жил, за нее боролся, и ей в страданиях я приношу себя в жертву». На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.